Добрый день, дамы и господа, дорогие наши зрители. Сегодня мы проводим по теме геноцид. Народ хочет справедливости, ни шагу назад. Почему? Потому что 24 июля 2012 года первый раз Эмомали Рахмон и ее армия вторглась в Горно-Бадахшанскую автономную область, чтобы подавлять, проводить массовое уничтожение инакомыслящих, активных людей гражданского общества и проводить массовое уничтожение людей. И поэтому мы будем говорить на русском языке, чтобы было понятно. Я буду читать, а потом те, кого мы вызвали, пригласительно отправили, зайдете и будете говорить. Сначала я буду читать. 24 июля 2025 года, 13 лет с момента геноцида ГБАУ, организатор Freedom TG, тема ответственность за преступления против человечности. Международные законы определения геноцида и преступления против человечности. Согласно Конвенции ООН о предупреждении геноцида с 1948 года, геноцид – это действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную идентичность, этническую, расовую или религиозную группу. Согласно Римскому статуту Международного уголовного суда 1998 года, преступление против человечности включает убийство, преследование, пытки, насильственные исчезновения или иные бесчеловеческие акты, совершенные в рамках широкомасштабного или систематического нападения на гражданское население. Второе. Конституция Республики Татарстан, статья 5. Человек и его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав свобод человека – обязанность государства. Но вместо защиты государства стало палачом. Государство – это Эмомали Рахмон, его клан, его сын Рустам Эмомали, их система и репрессивный аппарат. 13 лет с момента карательной операции. Ровно 13 лет, 24 июля 2012 года, первый раз, и еще 14 и по 12 мая 2022 года вторглась Эмомали Рахмон в ГБАУ. Режим Эмомали Рахмона начал в Горно-Бадахшанском автономном области массовые карательные операции, в результате которой были убиты десятки мирных жителей, сотни были арестованы, тысячи запуганы. Но это не закон, это не порядок, это геноцид, это преступление против человечности. Мы помним каждого из этих людей. Сейчас я буду читать имена тех, которые у нас есть. И мы помним их, и не забудем. И будем говорить везде, обращаться везде. Убиты только в 2012 году. Алишер Абдул Назаров, 30 лет, 1982 год рождения, житель Хорова. Второе. Фарид Бахтуваршоев, 20 лет, 1992 года, житель города Хорова. Тошбек Бахтул Жамалов, 64 года, 1948 года рождения, житель города Хорова. Вахид Шодмонбеков, 22 года, 1990
90 годах от рождения, житель город Хорова. Вохид Шодлонбеков, 22 года, 1090 годах от рождения, житель город Хорова. Зохирбек Зохирбеков, 53 года, 1959 года рождения, житель Хорова. Султанназар Имамназаров, 44 года, 1968 года рождения, житель Хорова. Бахтибек Карамхудоев, 66 лет, 1946 года рождения, житель Хорова. Рашид Шодлонбеков, 27 лет, 1985 года рождения, житель Хорова. Мамадасан Мулкамонов, 45 лет, 1967 года рождения, житель города Хорова. 10. Сабзали Мамад Ризоев, 32 года, 1980 год рождения, житель города Хорова. 11. Имамназар Имамназаров, 48 лет, 1964 год рождения, житель Хорова. 12. Собир Мамадодов, 34 года, 1978, житель Хорова. 13. Писарджон Мирзохасанов, 27 лет, 1985 год рождения, житель Хорова. 14. Йормамат Мамадиброимов, 49 лет, 1963 года рождения, житель города Хорова. 15. Джамалдин Низомиддинов, 40 лет год рождения, житель Хорова, 1972 года рождения. Чоршанбе Назаров, 36 лет, 1976 года рождения, житель Хорова. 17. Абдул Плодов, 12 лет, 1993 года рождения, житель города Хорова. Раис Раисов, 23 года, 1989 года рождения, житель города Хорова. Сафарбек Султанназаров, 39 лет, 1973 года рождения, житель Хорова. Эрач Саддоншоев, 41 лет, был тогда, 1971 года рождения, город Хоров. Зокир Ширинбеков, 25 года, 1987, житель Хоров. Рустам Шакармамадов, 33 года, 1979, житель Хорова. Дороб Шаробов, 57 лет, 1955 года рождения, житель Хорова. Сурадж Гиясов, 38 лет, 1974, житель Хорова. Убитый в 2014 году. Сначала те, которые мы сказали, они были убиты в 2012 году. А еще мы будем в 2014 году. Фаридун Абдурасулов, 40 лет год рождения, 1974, житель Хорова. Азамат Давлатбеков, 21 года, 1993 года рождения, город Хоров. Собир Файзулбеков, 38 лет, 1976 года рождения, житель Хорова. Ибрагим Ашуров, 12 лет, 1995 года рождения, житель Хорова. Далер Хушлилов, 26 лет, 1988 года рождения, житель Хорова. Сайот Охун Кадамов, 26 лет, 1988 года рождения, житель Хорова. Убиты еще 2000. Это систематическое убийство. Понимаете? Систематичное. Почти каждые 2 года. 1 год отдыхали, опять убивали. 1 год отдыхали, опять убивали. Убиты 2021 года. Гульбидин Зиёбеков, 29 лет,
мы все знаем. 1992 года рождения, житель Рашткалинского района. Из-за вот этой записи Гульбидина я стал сам борцом, стал против Эмомали Рахмона открыто выступать. Из-за вот этого парня. Тут еще Амиршоев, он дал лично мне храбрость. Вот этот Гульбидин делает. Тут еще Амиршоев, 23 года, 1998 года рождения, житель Рашткалинского района. Гулназар Муродбеков, 44 года, 1977, житель Рашткалинского района. И еще убитый 2022 года опять. Посмотрите, 2012 убили, 2014 убили, 2021 убили, еще 2022. Понимаете? Это систематическое. Салим Ширинбеков, 34 человек, 42 года рождения. 42 года. 1980 год рождения. Житель поселок Вамар, административного центра Рушанского района Гбао. 35-й Исмат Шарипов, 43 года. 1979 года. Житель поселка Вамар, административного центра Рушанского района Гбао. 36-й Амонджон Содиков, 48 лет. 1974 года рождения. Житель поселка Вамар, административного центра Рушанского района Гбао. 37-й Шогунбек Назриев, 55 лет. 1967 года рождения. Житель поселка Вамар, административного центра Рушанского района Гбао. 38-й Алишер Химачоев, 47 лет. 1975, житель поселка Вамар, административного центра Рушанского района Гбао. Шухрат Руштов, 44 года. 1978, житель поселка Вамар, административного центра Рушанского района Гбао. 40, Руслан Абутробов, 30 лет. 1992 года рождения, житель поселка Вамар, административного центра Рушанского района Гбао. 41. Мунавар Гуломшоев, 35 лет. 1987 года рождения, житель поселка Вамар, административного центра Рушанского района Гбао. 42. Алихон Низокатов, 25 лет. 1997 года рождения, житель поселка Вамар, административного центра Рушанского района Гбао. Джуманазар Байозов, 55 лет. 17.02.1967 года рождения, поселка Вамар, административного центра Рушанского района Гбао. 44. Ховар Гулопшоев, 45 лет. 1977 года рождения, житель селения Дерзут Рушанского района Горно-Бадахшанского автономного области. 45-й Курбонмамадов, 46-й Далер Озодмамадов, 38 лет, 1984 года рождения. 47-й Нусрат Завтыбеков, 37 лет. 1985, житель селения Дерзут Рушанского района Горно-Бадахшанского области. 48-й Эсон Мизробов, 25 лет, 1997 года, житель селения Дерзут Рушанского района Гба. 49-й Тоджидин Назарбеков, 23 года. 1999 года. 50 человек. Салим Топшоев, 42 года. 1980 год рождения. 51 Ардашер Муносибов, 26 лет. 1996 год рождения. Житель селения Дерзут Рушанского района Гбао. 52
Мунир Насрулобеков, житель селения Дерзут Рушанского района, Гбао. 53-й. Йодгор Гуломайдаров, 48 лет, 1974 года рождения. Алишер Почоев, 40 лет, 1976 года рождения. Хабиб Мавлододов, 35 лет, 1987 года. 54-й. Джангибек Шехбуров, 30 лет, 1992 года рождения. Дохунда Палаев, 53 года, 1969 года. Мунир Мирулоев, 26 лет, 1996 года. Житель селения Дерзут Рушанского района Гбао. 56-й. Неккадам Мамадназаров, 53 года. 1969 года. Житель селения Дехрушан Рушанского района Гбао. 57-й. Мухиддин Курбонасейнов, 35 лет. 1987 года. Житель поселка Вамар, административного центра Рушанского района Гбао. Республика Таджикистан. Йодгор Амирхудоев, 35 лет, 1987 года рождения. Житель поселка Ваммар, административного центра Рушанского района Гбао. Аслидин Хусандов, 30 лет, 1992. Житель поселка Ваммар, административного центра Рушанского района Гбао. Умет Нурмамадов, 33 года, 1989. Житель поселка Вамар, административного центра Рушанского района. 61. Хушпахт Хушачинов, 58 лет, 1964 года рождения. Житель поселка Вамар, административного центра Рушанского района. Был участниками гражданской мирной акции протеста в Вамаре. 18 мая задержан силовиками, после допроса совершил суицид через повешение. Каримов Резвон Кишкорович, 1967 года, житель селения Барушан Рушанского района, совершил суицид через повешение из-за давления и угрозы таджикских силовиков. 63-й. Сафдаркул Палаев, 1968 года рождения, житель селения Барушан. 64-й. Назаршоев Замир, 30 лет, 1992 года рождения, житель Хорова. 35-й. Махмадбокир Махмадбокиров, 59 лет, 1963 года рождения, житель города Хоров. 66-й. Давлат Мамад Хурсанов, 35 лет, 1987 года рождения, житель города Хоров. 67-й. Мазоров Хурсан, 50 лет, 1972 года рождения, житель города Хоров. 68-й. Раджабов Зохир, 50 лет, 1972 года рождения. Вот эти люди, вот этих людей убили, они без оружия били. Просто убили, взяли, убили. Кто несет ответственность? Их убили не за преступление. Их убили за правду, за достоинство, за свободу, в которой мы с вами сейчас находимся, из-за них многие. Понимаете? Но мы не говорим. Мы боимся же многие. За правду их убили, за свободу, за демократию, за равноправие. Понимаете? Кто несет ответственность? Эмомали Рахмон, верховный главнокомандующий, который дал этот приказ.
подписавший карательные приказы. Рустам Эмомали, участник политических репрессий, претендент на наследие диктатуры. Генералы, прокуроры, судьи, соучастники преступления. Все они должны быть привлечены к международной уголовной ответственности. Международные доказательства, ссылки. Внизу видео поставлены все ссылки. Какие международные организации дали заключение, идет расследование в Международном Гаагском суде. О всех преступлениях против геноцида, совершенных с 1090-х годах до сегодняшнего дня со стороны правительства Эмомали Рахмона, его семьи и его клана. Слово великих лидеров. Слово великих людей, великих лидеров, наш компас. Один из великих людей, если взять, был Мохаммад Бакир, командир. Ни шагу назад, вот я поставил так. Это тоже его слова. Это тоже остается в истории. Слова великих лидеров, наш компас. Молчание перед лицом зла, соучастие в зле. Те, кто смотрят и будут молчать перед злом, соучастие в зле. Они соучастники этих преступлений. Понимаете? Мартин Лютер Кинг. Свобода – это право говорить правду, даже когда это опасно. Джордж Оруэлл. Мир держится не на оружии, а на справедливости. И мы требуем справедливости. И поэтому вышли сюда, делали эфир. Заключение. Мы не забудем, мы не простим, мы не позволим стереть память новыми дорогами, мостами, построенными на крови этих людей. Мы будем бороться за справедливость. Мы будем добиваться суда и в этом мире, и в истории. И это остается в истории. Да здравствует свобода, да будет суд над диктатурой, да будет новый Таджикистан, справедливый, свободный, народный, где каждый человек будет жить достойно, в достатке. Поэтому те, кто хочет зайти, заходите, вот я открыл. Можешь, любой человек может зайти и говорить, вот тема о геноциде в Таджикистане. Вот народ хочет справедливости, ни шагу назад. В описании видео написано на английском. Все факты, на основании фактов мы говорим, на основании международных законов мы говорим. Мы будем добиваться справедливости, каким бы тяжело это ни было. И Эмомали Рахмон, его семья, его клан будут перед законом отвечать. И не мы оставим этого. Просто так. И каждый человек, который был замешан в преступлении против человечности, геноцида, с 1090, даже период гражданской войны до сегодняшнего дня, охота на инакомыслящих, даже за рубежом, даже за границей, они очерняют, оклеветают, вот столько фактов есть. Все отправлено. Я живой свидетель сам. Через код, определенный код. И вот, например, если взять вторжение Эмомали Рахмона на Хорух, чтобы вот, проводить чистки или проводить геноцид, это было вот число было 24, считайте, 24 июля 2012 года. Плюс делаем. Это код геноцида есть. Код репрессий, код геноцида есть. Везде, во всех его преступлениях. Даже депортациях, экстрадации настоящих политиков, настоящих оппозиционеров есть такие коды. Вот 24 июля 2012 года он вторгнулся к БАО, чтобы убить мирное население.
Вот 2 плюс 4, 6. 6 плюс 7, 7 месяц, июль. 13 будет. 13 плюс 2012 год, 5. 13 плюс 5 будет 18. И если возьмем вот эти 18 и разделим на третий регион, будет 3 шестерки. И еще, если возьмете вот 2025 года, вот Рустам Эмомали пошел в Нью-Йорк, Организация Объединенных Наций. И он выступал именно 22 мая 2025 года. Если плюсовать 2, 2, 4, 5 мая, 9, 2025 год, опять 9, 9, 9, еще будет 18. Видите? Вот такими кодами идет геноцид, массовое уничтожение гражданского населения, активистов, инакомыслящих, ученых, журналистов, аналитиков, политиков, всех блогеров, спортсменов, всех, кто из другого региона. Они создали искусственные оппозиционные движения, чтобы как раньше было Майдан Озоди во время гражданской войны. Во время период гражданской войны было там 2 Майдана. Есть в Википедии, захват и гражданская война в Таджикистане. Там выходит 2 Майдана. Есть Майдан Шахидон, есть Майдан Озоди. Вот эту Майдан они организовали, вот люди встали, говорили о демократии. Всех их снимали тогда журналисты. После примирения всех этих они делали результат и убили. Чтобы дать своим вот людям звание. И сейчас идет период идет сейчас, чтобы привести его сына во власти, Рустама Эмомали. Идет вот опять такая же война, но не в Майданах, в онлайн-системах, с искусственно оппозиционными системами, которые они сами организовали, чтобы установить настоящих оппозиционеров и настоящего народа, который осмеливается говорить о демократии, о свободе, и списки делать его, и потом опять примириться с Рустамом Эмомали, и опять уничтожить этих людей для своего дальнейшего управления. Так не будет больше, потому что это все уже раскрылось, это их тайна. Они работают в основном, все их геноцид, репрессия, уничтожение, все идет по день рождения Эмомали Рахмона, его сына, его дочь. Вот так идет. Каждый, если выходит, например, 2, это значит, или 3, значит Озода Рахмон. Люди Озода Рахмона, этого человека, охотились. Одного инакомыслящего, или демократа, или журналиста, или любого человека. Если выходит 18, или 9, или 19, или 23, это 21, это уже Рустам Эмомали. 15, 4, это их агентура. Вот таким способом они охотятся, чтобы они легче запоминать, кто охотится за инакомыслящим человеком, кто охотится за настоящим борцом за свободу и демократию. Это уже ясно всему миру. Или 15, 16, 13, 16 это 16 сессия. Или 24 шестерки, это вся их система агентуры. Если день рождения Эмомали Рахмона взять 5-10 месяца, плюсовать 15 будет. Уже 1 плюс 5, 6. Это его команда. Вот так он охотится. Вот такими системами. Даже почему 9 во всех этих репрессиях? Потому что в Википедиях Рустам Эмомали неправильно дал там в Википедии написано его день рождения 1987. Нет, это фальшивый его день рождения. Но настоящее его день рождения 19 декабря 1985 года рождения. Если плюсовать все эти цифры, будет 9. Понимаете? Поэтому, например, если взять Далери Эмомали журналиста, или Абдулло Гурбати журналиста,
Их арестовали 15 июня 2022 года. А если плюсовать все цифры, 1 плюс 5, 6, 6 месяц, плюс плюсовать 6, 6, 12, 12 плюс 2022 года еще 6, 18. Понимаете? Или вот геноцид. Все, например, если заходили второй раз в Бадахшаны 14 мая 14 период, сначала 14 они пошли, ждали, 12 начали охоту 2022 года. Если считаете 14 май, плюсуйте 5, Эмомали Рахмон 19 охоту назначил, уже Рустам командовал. Понимаете? Он таким способом организует такие маленькие, такие немасштабные военные действия геноцида, немасштабные уничтожения народа. Вот такими действиями Эмомали Рахмон обучает своего сына, убивая инакомыслящих, настоящих журналистов, демократов, свободомыслящих, ученых, спортсменов, блогеров, не знаю. Всех он обучает своего сына уничтожению геноциду. Он обучает таким способом. Это уже доказано и идет расследование. Все эти коды геноцида у нас на канале есть. Можете вы там посмотреть. И переслать другим людям, чтобы они были в курсе. Распространяйте наш запись. Сегодня то, что было уже 13 лет этих событий, мы взяли здесь внизу это видео, поставили все события, которые Эмомали Рахмон уже при протяжении очень долгих лет убивает нас. Мы поставили. Поэтому каждый человек должен быть активным. Каждый, кто пришел в Европу, живет из Бадахшана, заходите. Тот, кто не хочет показать своего лица, имеете право не показывая лица, говорит. Если кого-нибудь из этих людей знали, говорите хорошее про них. Я не буду, уже все сказано. Мы говорим о всем бадахшанцам, которые из Горно-Бадахшанского автономного округа. Те, кто за рубежом, я вам говорю одно, что внизу этой записи есть ссылка. Я 17 лет жил, 18 лет почти жил, почти 12 лет жил в Душанбе. Несколько раз был в гостях в Горно-Бадахшанских автономных округах у моих однокурсников, однослужильцев. Но я не участвовал, я тоже работал в силовом структуре, я был следователем, в столице работал, я в таких мероприятиях Эмомали Рахмон не участвовал. Я был в гостях, у меня много друзей были. Это народ, я то, что знаю про Горно-Бадахшанских автономного округа и его народа, это грамотный, образованный народ. Это народ, который только учится. Это у них генетики есть. Понимаете? И поэтому всем те, кто из Бадахшана находится за границей, вам мой совет. Здесь есть ссылка. В ссылке есть адрес суд Гага. Вы сами можете отправить там, вы знаете язык, чем я. Хорошо обладаете языком английским, немецким, многими языками обладает. Я знаю много народов из Бадахшана. И отправьте сами в Гагу заявление. Понимаете? Чтобы там идет расследование, но просто это сбор.
еще может быть какие информации имеются у вас. Вы знаете, вы будете знать, это Гага будет знать. Ни мы, никто не будет знать. Это будет между вами и между Гагой. Понимаете, они будут звонить, следователи и с вами будут общаться. Я поставил здесь образец заявления. Просто берете в верхней части, изменяйте на место моего фамилии, адреса, пишите свое, внизу пишите свое и ситуацию пишите свою. Если вы жертва этого геноцида, каждый человек, каждый гражданин Таджикистана имеет право с 1990-х годах до сегодняшнего дня, даже во время гражданской войны, кто-то кого потерял, кого-то убили, вот живете в Таджикистане, вот берете ссылку, там поставили заявление в Гаге, образец. Берете просто фамилию, в верхней части изменяете, в нижней части изменяете свою фамилию, сделаете, свою ситуацию на английском коротко пишите и отправляете по почту в Гаге. Гага сам входит вам, на ваш адрес, и с вами они сами будут беседовать. Ни с нами, ни вы будете знать, они будут знать. Все. Поэтому уже идет расследование активное. Делайте каждый так. Мы должны, вот Эмомали Рахмон, по всем инстанциям, по своим каналам, дипломатическим каналам очерняет нас, по своим каналам спецслужб, прокуратура, всеми очерняет нас. Через бумагу. А почему мы не имеем? Закон дал нам шанс. Международный закон дал нам шанс. Мы имеем право. И надо делать это. Надо, обязаны мы. Я читал имена этих людей. Они просто напрасно умерли. Напрасно умерли, чтобы вы пришли в Европу и жили. Каждым интервью каждого человека, который живет в Европе, беженцев, сделали себя политическим беженцем. Вы сказали именно этих людей. Вам не снится эти люди. Вам ничего не говорят эти люди. Вас нет. Эти молодые ребята, которые за вас умерли. За вас. Чтобы вы пришли в Европу, не знаю, в других странах. Чтобы просто жили. Не действовали. Это мои слова к вам. Каждому, кто есть. Нельзя обижаться. Это правда, есть правда, истина. Надо принять истину и действовать. Я верю. То, что я, когда увидел вот Мат Гульбидин Зиобекова, ноябрь 2020 года, 23 ноября 2020 года был это. Точно я знаю. И шел эфир Хусейн Ашурова. Там я зашел, вот показал свое лицо, и с того дня я борюсь. Понимаете? Я не боюсь. Да, миллион раз покушали, миллион раз людей отправили. Но что? Надо же бороться. Эти люди умерли за вас, понимаете? Кровь дали вам. Кровь за вас, кровь, свою кровь дали. Чтобы вы были свободными. А нет. Все боимся. И до каких пор мы будем бояться? Я просто, знаете, я анализирую много бадахшанцев, памирцев. Потому что я, когда учился, я всегда завидовал им, понимаете? Честно, завидовал их уме. У меня есть однокурсники, с отличием учились. Я много чего спрашивал от них. Я завидовал, потому что в их уме они были слишком грамотными, понимаете? Я много чего от них научился в своей жизни. У меня были наставники из Бадахшана, которые, когда я работал следователем, были люди, которые из Бадахшана, 2 человека, я не буду произносить их имена. Они были грамотными. И они, когда я расследовал уголовное дело, они исправляли некоторые мои решения. Много чего научили лично меня, понимаете? Честно я вам говорю.
И поэтому сейчас, находясь вот в изгнании, да, вот я пригласил некоторых людей, я не знаю, если они хотят, заходят, если они не хотят. Нам не страшно, потому что даже если один человек смотрит, я буду вести трансляцию, я буду бороться с Эмомали Рахмоном. Эмомали Рахмон это знает. Если говорят, что один человек не борется, нет, это все вранье. Я видел в своей жизни. Любому организации мира, где бы ни находились вы, идите, просто скажите, я знаю вот этого человека, они скажут, мы знаем его. Понимаете? Я один сделал. Вы тоже сможете. Понимаете? Вы тоже можете. Каждый человек может. Нет невозможного. Даже революции. Революция будет. Эмомали Рахмон свергнется. Потом что скажем? Мы обязательно Эмомали Рахмона, я вам гарантирую, что свергнем. В ближайшее время. В ближайшее время уже. Конец почти уже пришел. В ближайшее время. Но потом что вы скажете? Скажете, что мы находились в Европе и просто гуляли. Что скажете? Поэтому те, кто хочет говорить, заходите. Если не заходите, я поставлю записи ситуации о Таджикистане на разных языках, чтобы мир услышал. И все помнили, знали. Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба наркоторговли. Ladies and gentlemen, world community, the United Nations and UN member states, leaders of world powers, international human rights organizations, internet search corporations, independent journalists, political analysts, bloggers, you are all the guarantor of peace, freedom, human rights, democracy all over the world. The people of Tajikistan and the Political People's Democratic Movement of Tajikistan AMOT ask you on the basis of Article 1 of the Declaration of Human Rights, all people were born free from the mother and their rights are protected on the basis of this convention and other international laws. In Tajikistan, 31 years have already been ruled by one President Rahman and his family. They usurped and occupied all branches of the state system and declared themselves God. We simple Tajik people did not feel freedom, human rights and democracy in our historical land. This family made true Tajiks an object, a tool and a slave. Tajikistan does not comply with international human rights laws. No freedom of speech, no democracy, no justice, no first free medical aid, no decent free educated common people, no electricity to the common people in winter. There is no communication and internet in the mountainous regions. No land for the working class to farm. There is no decent job. No minimum living wage. No independent media, journalist, blogger and leader of the opposition. No free business. No independent banking. All banks belong to his family and clan. The international law of the institution for the protection of families and children is not respected. There are no democratic elections. Society and the people are separated into one's own and another's. All these deeds are committed by his son Rostami Emomali using force, violence, tyranny, against the people and the world community in order to become the president without the will of the people. There is a real hunt for a crime against humanity, expulsion, repression, slander, setup, oppression, destruction, violence, genocide, the expulsion of lawyers,
journalists, intellectuals and the simple Tajik people and nation from the historical land and even beyond it. Our wives, mothers, daughters and children are being killed, oppressed and raped. This family and clan supports, patronizes, sponsors international terrorism, arms trafficking, human trafficking, prostitution and drug cartel using international laws, conventions, even taking advantage of the trust of kindness and love of religion. If the people speaks the true truth about human rights, democracy, freedom of speech, freedom of religion in relation to him and his relatives, they will fabricate a criminal case, put him in prison for many years if he is active. They will kill him without trial or investigation. They bribed everyone. Tajiks exploit as cheap labor. This is the exploitation of man over man. Our dream thought is freedom, democracy, and we will speak, shout, with a loud voice and we will win. We ask everyone who watches us to subscribe to our channel, like, share our video materials and support us. The entire universe and humanity was created by the Creator of one whole for the benefit of each other. Stop occupation, expulsion, political repression, political intrigue, manipulation, modern feudalism and slavery, genocide, torture, discrimination of the Tajik people from the historical land. Freedom to all Tajik people. Sincerely, Izatalo Dadaboyev. کی نگوید جواب ایره نزدیک خلق چی جواب میتید که ما امروز آبروی تاجیکستان را در عرصه بین المللی فراوردیم دیگر مقصد دیگر نداریم ملت نیست میشود دولت پارچه پارچه میشود А теперь на другом языке поставим, а? На русском поставим. Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба, наркоторговли. Уважаемые дамы и господа, Всемирное сообщество, Организация Объединенных Наций и государства-члены ООН, лидеры мировых держав, международные правозащитные организации, корпорации интернет-поисковики, независимые журналисты, политические аналитики, блогеры, которые вы все гарант мира, свободы, права человека, демократии во всему миру. Народ Таджикистана и политическое народное демократическое движение Таджикистана АМОТ просим вас на основе статьи 1 Декларации о правах человека, все люди родились свободными от матерей и их права защищены на основе этой конвенции и других международных законов. В Таджикистане 31 год уже править один президент Рахмон и его семья. Они узурпировали и оккупировали все ветви государственной системы и объявили себя Богом. Мы, простой таджикский народ, не ощущали свободу, права человека и демократию своей исторической земле. Эта семья сделала истинных таджиков предметом, инструментом и рабом. В Таджикистане не соблюдаются международные законы о правах человека. Нет свободы слов. Нет демократии, нет правосудия, нет первой бесплатной медицинской помощи, нет достойной бесплатной образованной простому народу, нет электричества простому народу зимний период, нет связи и интернета в горных регионах, нет земли рабочему классу для хозяйства, нет достойной работы, нет минимальной прожиточной зарплаты, нет независимой СМИ, журналиста, блогера и лидера оппозиции. Нет свободного бизнеса. Нет независимого банковского деятельности, все банки принадлежат его семье и клану. Не соблюдается международный закон, институт защиты семей и детей, нет демократических выборов.
Общество и народ разделено на свой и чужой. Все эти деяния совершает его сын Рустами Имамали, используя силу, насилию, тиранию против народа и мирового сообщества, чтобы стать без воли народа президентом. Идет настоящая охота, преступления против человечества, выдворение, репрессия, очернение, подстава, угнетение, уничтожение, насилие. Геноцид, выдворение юристов, журналистов, интеллигенции и простого таджикского народа и нации с исторической земли и даже за пределами его. Наших жен, матерей, дочерей и детей убивает, угнетает и насилует. Эта семья и клан поддерживает, покровительствует, спонсирует международный терроризм, торговля оружием, торговля людьми, проституцию и наркокартель, используя международные законы, конвенции, даже воспользуясь доверием, добротой и любовью религии. Если народ говорит истинную правду о правах человека, демократии, свобода слов, свобода вероисповедания в отношении его и близких, сфабрикует уголовное дело, посадить его на долгие годы в тюрьме, если он активен, убьют без суда и следствия. Они подкупили всех. Таджиков эксплуатируют как дешевую рабочую силу. Это эксплуатация человека над человеком. Наша мечта, мысли – это свобода, демократия, и мы будем говорить, кричать громким голосом, и мы победим. Мы просим всех, кто нас смотрит, подписались на наш канал, ставили лайк, поделиться нашими видеоматериалами и поддерживали нас. Вся Вселенная и человечество создано Создателем одной целой во благо друг друга. Стоп оккупации, выдворения, политической репрессии, политической интриги, манипуляции. Современному феодализму и рабству, геноциду, пытки, дискриминации таджикского народа с исторической земли. Свобода всему таджикскому народу. С уважением из Атолла Дадабоев. کی بگوید جواب ایران نزدیک خلق چی جامعه که ما امروز آبروی تاجیکستان را در عرصه بین المللی فراوردیم دیگر مقصد دیگر نداریم ملت نیست می شود دولت پارچه پارچه می شود А теперь будем ставить немецкую. Будем атаковать на Имамали Рахмон. Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба, наркоторговли. Sehr geehrte Damen und Herren, Weltgemeinschaft, die Vereinten Nationen und UN-Mitgliedstaaten, Führer der Weltmächte, internationale Menschenrechtsorganisationen, Internetsuchmaschinenkonzerne, unabhängige Journalisten, politische Analysten und Blogger, dass sie alle der Garant für Frieden, Freiheit, Menschenrechte und Demokratie auf der ganzen Welt sind. Das Volk Tadschikistans und die politische Volksdemokratische Bewegung Tadschikistans, AMOT, bitten Sie auf der Grundlage von Artikel 1 der Menschenrechtserklärung. Alle Menschen wurden frei von der Mutter geboren und ihre Rechte werden auf der Grundlage dieser Konvention und anderer internationaler Gesetze geschützt. In Tadschikistan wurde bereits 31 Jahre lang von einem Präsidenten Rahman und seiner Familie regiert. Sie usurpierten und besetzten alle Zweige des Staatssystems und erklärten sich selbst zu Gott. Wir einfachen tadschikischen Menschen haben in unserem historischen Land keine Freiheit, Menschenrechte und Demokratie gespürt. Diese Familie machte echte Tadschiken zu einem Objekt, einem Werkzeug und einem Sklaven. Tadschikistan hält sich nicht an internationale Menschenrechtsgesetze. Keine Meinungsfreiheit, keine Demokratie, keine Gerechtigkeit,
keine kostenlose Erste Hilfe, keine anständigen, frei gebildeten, einfachen Leute. Im Winter gibt es für die Bevölkerung keinen Strom. In den Bergregionen gibt es keine Kommunikation und kein Internet. Kein Land für die Arbeiterklasse. Es gibt keinen anständigen Job. Kein Mindestlohn. Keine unabhängigen Medien, Journalisten, Blogger und Oppositionsführer. Kein kostenloses Geschäft. Keine unabhängigen Banken. Alle Banken gehören seiner Familie und seinem Clan. Das Völkerrecht der Institution zum Schutz von Familien und Kindern wird nicht respektiert. Es gibt keine demokratischen Wahlen. Die Gesellschaft und das Volk sind in das eigene und das andere getrennt. All diese Taten werden von seinem Sohn Rostami Emomali mit Gewalt und Tyrannei gegen das Volk und die Weltgemeinschaft begangen, um ohne den Willen des Volkes Präsident zu werden. Es gibt eine echte Jagd nach einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Vertreibung, Unterdrückung, Verleumdung, Inszenierung, Unterdrückung, Zerstörung, Gewalt, Völkermord, der Vertreibung von Anwälten, Journalisten, Intellektuellen und dem einfachen tetschikischen Volk und der einfachen tetschikischen Nation aus dem historischen Land und sogar darüber hinaus. Unsere Frauen, Mütter, Töchter und Kinder werden getötet, unterdrückt und vergewaltigt. Diese Familie und dieser Clan unterstützen, bevormunden und sponsern internationalen Terrorismus, Waffenhandel, Menschenhandel, Prostitution und Drogenkartelle unter Nutzung internationaler Gesetze und Konventionen und nutzen sogar das Vertrauen der Freundlichkeit und Liebe zur Religion aus. Wenn das Volk in Bezug auf ihn und seine Verwandten die wahre Wahrheit über Menschenrechte, Demokratie, Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit sagt, wird es ein Strafverfahren fabrizieren. Ihn für viele Jahre ins Gefängnis stecken, wenn er aktiv ist, und ihn ohne Gerichtsverfahren oder Untersuchung töten. Sie haben jeden bestochen. Tadschiken werden als billige Arbeitskräfte ausgebeutet. Das ist die Ausbeutung des Menschen gegenüber dem Menschen. Unser Traumgedanke ist Freiheit, Demokratie und wir werden mit lauter Stimme sprechen und schreien und wir werden gewinnen. Wir bitten alle, die uns sehen, unseren Kanal zu abonnieren, unsere Videomaterialien zu teilen und uns zu unterstützen. Das gesamte Universum und die Menschheit wurden vom Schöpfer eines Ganzen zum gegenseitigen Nutzen geschaffen. Stoppen Sie Besetzung, Vertreibung, politische Unterdrückung, politische Intrigen, Manipulation, modernen Feudalismus und Sklaverei, Völkermord, Folter und Diskriminierung des tetschikischen Volkes aus dem historischen Land. Freiheit für alle Tadschiken. Mit freundlichen Grüßen, Isatolo Dadaböv. نزدیک خلق چی جامعه کرد که ما امروز آبروی تاجیکستان را در عرصه بین المللی فراوردیم. دیگر مقصد دیگر نداریم. ملت نیست می شود. دولت پارچه پارچه می شود. Еще какой язык поставить? Давайте еще ставим. Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба, наркоторговля. Mesdames et messieurs, communauté mondiale, les Nations Unies et les États membres de l'ONU, les dirigeants des puissances mondiales, les organisations internationales des droits de l'homme, les sociétés de recherche sur Internet, les journalistes indépendants, les analystes politiques, les blogueurs, vous êtes tous les garants de la paix, de la liberté, des droits de l'homme et de la démocratie partout dans le monde.
Le peuple du Tadjikistan et le mouvement démocratique populaire politique du Tadjikistan AMOT vous demandent sur la base de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, toutes les personnes sont nées libres de leur mère et leurs droits sont protégés sur la base de cette convention et d'autres lois internationales. Au Tadjikistan, 31 ans ont déjà été gouvernés par un seul président Euramon et sa famille. Ils ont usurpé et occupé toutes les branches du système d'État et se sont déclarés dieux. Nous, simples Tadjiks, n'avons pas ressenti la liberté, les droits de l'homme et la démocratie sur notre terre historique. Cette famille a fait des vrais Tadjiks un objet, un outil et un esclave. Le Tadjikistan ne respecte pas les lois internationales sur les droits de l'homme. Pas de liberté d'expression. Pas de démocratie, pas de justice, pas de première aide médicale gratuite, pas de gens ordinaires instruits et décents, pas d'électricité pour les gens ordinaires en hiver. Il n'y a pas de communication et d'internet dans les régions montagneuses. Pas de terre à cultiver pour la classe ouvrière. Il n'y a pas de travail décent, pas de salaire minimum vital. Aucun média indépendant, journaliste, blogueur et chef de l'opposition. Aucune entreprise gratuite. Pas de banque indépendante, toutes les banques appartiennent à sa famille et à son clan. Le droit international de l'institution de protection des familles et des enfants n'est pas respecté. Il n'y a pas d'élection démocratique. La société et le peuple sont séparés entre les siens et ceux des autres. Tous ces actes sont commis par son fils Rustami et Momali en utilisant la force, la violence, la tyrannie contre le peuple et la communauté mondiale afin de devenir président sans la volonté du peuple. Il y a une véritable chasse aux crimes contre l'humanité, l'expulsion, la répression, la calomnie, l'installation, l'oppression, la destruction, la violence, le génocide, l'expulsion des avocats, des journalistes, des intellectuels et du simple peuple et nation tadjik de la terre historique et même au-delà. Nos femmes, mères, filles et enfants sont tués, opprimés et violés. Cette famille et ce clan soutiennent, patronnent, parrainent le terrorisme international, le trafic d'armes, le trafic d'êtres humains, la prostitution et le cartel de la drogue en utilisant les lois internationales, les conventions, profitant même de la confiance de la bonté et de l'amour de la religion. Si le peuple dit la vraie vérité sur les droits de l'homme, la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de religion par rapport à lui et à ses proches, ils fabriqueront une affaire pénale. Le mettront en prison pendant de nombreuses années s'il est actif, ils le tueront sans procès ni enquête. Ils ont soudoyé tout le monde. Les Tadjiks exploitent comme main-d'œuvre bon marché. C'est l'exploitation de l'homme sur l'homme. Notre pensée de rêve est liberté, démocratie et nous parlerons, crierons, d'une voix forte et nous vaincrons. Nous demandons à tous ceux qui nous regardent de s'abonner à notre chaîne, d'aimer, de partager nos vidéos et de nous soutenir. L'univers entier et l'humanité ont été créés par le Créateur d'un tout pour le bénéfice de l'autre. Arrêtez l'occupation, l'expulsion, la répression politique, l'intrigue politique, la manipulation, le féodalisme moderne et l'esclavage, le génocide, la torture, la discrimination du peuple tadjik de la terre historique. Liberté à tous les Tadjiks, cordialement, Izzatullo Dadabouef. کی نگوید جواب ایران نزدیک خلق چی جامعه که ما امروز آبروی تاجیکستان را در عرصه بین المللی فراوردیم دیگر مقصد دیگر نداریم ملت نیست می شود دولت پارچه پارچه می شود Да, еще какой язык вставить? На китайском еще будем
афишировать Эмомали Рахмона на китайском, чтобы Китай понял, кто он такой. Си Цзиньпин. Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба наркоторговли. 女士们、先生们，世界社会、联合国和联合国成员国、世界强国领导人、国际人权组织、互联网搜索公司、独立记者、政治分析家、博主，你们都是全世界和平、自由、人权、民主的保障者。塔吉克斯坦人民和塔吉克斯坦政治人民民主运动 AMOT 请求您根据人权宣言第1条，所有人生来就没有母亲的侵害，他们的权利根据本公约和其他国际法受到保护。在塔吉克斯坦，一位总统拉赫蒙及其家族已经统治了31年。他们篡夺并占领了国家体系的所有部门，并宣称自己是上帝。我们单纯的塔吉克人民在我们的历史土地上感受不到自由、人权和民主。这个家庭把真正的塔吉克人变成了物品、工具和奴隶。塔吉克斯坦不遵守国际人权法。没有言论自由，没有民主就没有正义，没有第一免费医疗救助，没有像样的自由受过教育的普通人。老百姓冬天没电了，山区没有通讯，没有网络，工人阶级没有土地可以耕种，没有什么体面的工作，没有最低生活工资。没有独立媒体、记者、博主和反对党领袖，没有免费生意，没有独立银行，所有银行都属于他的家族和家族。保护家庭和儿童机构的国际法没有得到尊重，没有民主选举，社会和人民是有自己的和别人的。所有这些行为都是他的儿子鲁斯塔米埃莫玛丽 Rostam Emomali 使用武力、暴力、暴政针对人民和国际社会犯下的，目的是在没有人民意愿的情况下成为总统。人们正在真正追捕反人类罪、驱逐、镇压、诽谤、陷害、压迫、破坏。暴力、种族灭绝将律师、记者、知识分子和简单的塔吉克人民和民族驱逐出历史的土地，甚至超越它。我们的妻子、母亲、女儿和孩子正在被杀害、压迫和强奸。这个家族和宗族利用国际法公约，甚至利用善意的信任和对宗教的热爱支持、赞助国际恐怖主义、武器贩运、人口贩运、卖淫和贩毒集团。如果人民说出关于他和他的亲属的人权、民主、言论自由、宗教自由的真相，他们就会捏造刑事案件，把他关进监狱很多年。如果他积极的话，他们会在没有审判或调查的情况下杀死他。他们贿赂了所有人。塔吉克人剥削廉价劳动力，这是对人的剥削。我们的梦想思想是自由、民主，我们会大声说话、喊叫，我们会赢。请所有观看我们频道的人订阅我们的频道、点赞、分享我们的视频资料并支持我们。整个宇宙和人类都是造物主为了彼此的利益而创造的。
停止对历史土地上的塔吉克人民的占领、驱逐、政治镇压、政治阴谋、操纵、现代封建主义和奴隶制、种族灭绝、酷刑。其示，所有塔吉克人民都享有自由。此致伊扎图洛达达博耶夫。 کی نگوید جواب ایره نزدیک خلق چی جا میتید که ما امروز آبروی تاجیکستان را در عرصه بین المللی فراوردیم دیگر مقصد دیگر نداریم ملت نیست میشود دولت پارچه پارچه میشود Еще на какой язык поставить? Эмомали Рахмон помнит давление на Чидаров. Сердечный больница, да, говорю, пошли его, ответили. А Рустам, Рустам смотрит. Вот здесь кто-то зашел, ладно, вот, берем его, подключаем, что скажет он? Добрый вечер. Добрый вечер. Чарос, как ты? Сегодня будем говорить на русском. Вот скажи, Хорошо. на русском говори. Хорошо, ничего. Вот сегодняшняя тема, знаешь, да? Геноцид. Да, знаю. Убийство. Сегодня уже 13 лет, годовщина, 13 лет годовщины, с того момента, когда Эмомали Рахмон и его система вторглась в Горно-Бадахшанский автономный округ, чтобы убивать, уничтожать мирных населения и активистов, гражданских журналистов, те, кто имел авторитет среди общества этого региона. Вот что ты хочешь сказать по этому поводу? Вот скажи. На этого повода я хочу сказать, на автономную, на область, на этого, на Бадахшан, всех ребята, всех люди, образованные люди, они всех научатся. Их умы, чем остальные наши граждане, чем выше, чем остальных. Они понимают свободу, они понимают свободу жить, они понимают на все, политика даже, на все они понимают. Почему? Потому что они образованные люди. Поэтому просто мы обычно остальных народ просто поддерживать мы не смогли. Сейчас дальше. Они всегда сделают митинг, поднимают шумы. Остальные города что делают? Только молчит. Они не встают. Они дают всегда человеческие жертвы. Даже задней стороной не смотрят. Мы дали сколько жертв не говорит. Еще дальше уйдут вперед они. Они разные стороны убегают. Не убегают они, да. Со всеми миром они есть. Они немного, да, боятся, да. А кого боятся? Они боятся просто, мы их не поддерживаем. На этого они боятся. Остальной народ. Мы Таджикистан, узбеки тоже живет, киргизы живет, русский живет, разные нациями живем. Просто мы одноцельных, мы не сможем быть. Почему? Потому что Эмомали Рахмон пришел на кровь геноцид тогда. До сих пор разделяет в разных городах, разделяет разные улицы, разделяет всех.
Они говорят Бадахшан. Он разделяет власть свою. Только его клан, его семья объединенные. Остальные регионы все разделены на определенные группы и конфессии, чтобы легче было управлять, и легче было манипулировать, и легче было угнетать, и легче было репрессировать, и легче было уничтожать. Но ты как думаешь, вот система, я кое-что тебе скажу, система Эмомали Рахмона, диктаторская, региональная, Да. фашистская, репрессиональная, да или нет? Да. Да, правильно сказали, да. И что надо делать? Вот что надо делать? Вот скажи, на русском. Знаете, что надо делать? Народ, в первую очередь, весь, кто работает, наши народы всех работает, пограничники работают, правильно? МВД работает, Амнията работает, Худжанде, Душанбе, со всеми. Они согласятся, надо одним целым. Не надо быть он Душанбе или Худжанде или Хатлоне или Памирисе, не надо. Уже на этого надо уже конец. Оставить надо конец. Уже все. Это ничего хорошего не приводит. Всех знает на этого. Ничего хорошего не привезли. Только чего привезли. Просто обычный народ. Жертва дает кого? Мужчина, правильно? Кто они убивают, они активных людей, они гордых людей, они охотятся на гордых, на сильных людей, мужчин, особенно мужчин, от возраста вот 17-15 лет до 60-70 лет, особенно из других регионов, те, которые сильны физически, умственны и другими качествами, которые имеют лидерские качества. Они репрессируют, угнетают и убивают. Вот так. Но из его клана охотятся даже их женщины охотятся за таких мужчин. Честно, есть факты, есть достоверные факты, есть пострадавшие от этого. Есть много фактов, которые сейчас находятся в Гаге. Честно. Но что надо делать народу? Народу надо объединяться. Вот сегодня идет эфир. Каждый помирец, который слушает меня из ГБАО, заходи, не показывай себя. Если ты не показал, если ты за границей, если ты где-то себя показал и выступаешь открыто, заходи, открыто выступай. И если ты находишься за границей, не показал себя, ты можешь зайти и не показывая своего лица, говорить. Потому что столько людей, которые я читал в начале этого видео, почти 70 человек, а это тысячами находится на тюрьмах, заключенные, политзаключенные, и еще многие, которые убивали. Добро побеждает зло. Добро побеждает зло. Вот скажи, только без матерщин, без плохих слов. Говори свое мнение. Тему знаешь? Салам алейкум. Салам алейкум. Уже. Сози Тинджи. На русском говори. Сегодня идет эфир на русском языке. Мы будем проводить эфир в дальнейшем на русском, на английском я буду переводить. И заодно буду изучать языки. На немецком буду проводить. Пусть но зато могу. Скажу своим знакомым девушкам, пусть заходят сюда. На английском будем шпарить. Я буду атаковать на Эмомали Рахмона на любом языке.
чтобы он понял. Он боится именно этого. Именно из-за этого, Имам Али Рахмон, когда я пришел, его люди здесь, даже вот эти страны, которые с ними сотрудничают, именно они так давили на меня, чтобы я даже немецкий не учил. Понимаешь? Честно я тебе говорю. Честно. Но я обучался, блин. Ну, Да. Авалыш, Я я бурыга, обучался, салам очень алейкум. даже получил диплом, Да. Имам Али Рахмон. Я тебя уничтожу, Имам Али Рахмон. Точно, уничтожу. Не просто свергну. Авалыш, Уничтожу. Говори, Авалыш, говори. салам алейкум. Авалыш, салам алейкум. Барыжа барумат кадан ба рус, мисо баруси. Малко тайоши дагин естем. Как хочешь, так говори. Как знаешь, так говори. Нельзя. Не, Слушайте, просто каждый человек, который знает русский, любой язык, когда ты знаешь, ты не бойся, не стесняйся, говори. Говори, научишься. Я вот это знаю. Говори, просто не бойся, не молчи. Говори. Да, speak, sprechen. Не, правильно, баруда, просто Да. тайоши дагин естем, да, барыга, каники паму кересим, мисо. Паму мисо дарам габзана, да. Нафам, я бурыга такрор кинен гаптуна. Нав сухани гутенку. Человек, если знает язык, даже 10%, он должен говорить, не должен стесняться, не должен бояться, не должен Ну, конечно, думать. можно сказать спокойно, без всякой цензуры. И без всякой цензуры можно сказать спокойно. Говорить можно кого угодно. Надо просто обсуждать, на каком тему обсуждаем мы сегодняшней дискуссии. Сегодняшняя тема, вот, брат. Вот экран, видишь экран? Сегодняшняя тема: народ хочет справедливости, ни шагу назад насчет геноцида, насчет репрессий, насчет массовой убийств, потому что сегодня 22 июля, брат, 2012 года первый раз Имам Али Рахмон именно вот этого числа вторгся на ГБАУ, Горно-Бадахшанская автономная область, военным путем, чтобы убивать, уничтожать мирных населения, активистов гражданского общества. И второй раз зашел он 14 по 19 мая 2022 года. И тогда тоже били многие, когда Махмад Бокир, история, Гульбидин, Зиобеков, ты знаешь таких людей. Да. Вот. История показывает. Насчет репрессий и таджикского народа. Почему? Я тебя все понял. Конечно, я вашу передачу, то, что сначала я все слушал, как-то немного анализировал. Ну, что я хочу сказать. Ну, вы сами прекрасно знаете, сами прекрасно понимаете, знаете, даже у каждого есть своя мысль, у каждого есть своя, конечно, каждый имеет право что-то сказать. Просто Рахмонов за 33 года, он никогда ничего справедливого, ничего не делал. Он просто, ты сам прекрасно знаешь, сам работал на это. Насколько ты работал, сам прекрасно знаешь. Дело в том, что Рахмонов никогда справедливо не смотрит. И как говоришь, у него есть клан, свои там кланы, это продолжается. Конечно, у Рахмонова всегда на руке есть кровь. Кровь кого? Кровь народа таджика. Неважно, кто там по национальности. А важно того, что Рахмонов продолжает в том же самое, которое он начало пришел власти. Пришел властью. И создает свой огромный час, который поддерживает из чего? С убийства, угроза, шантажа. И также он продолжает свою диктатуру. Поэтому, не знаю, насколько мы еще будем молчаливы на этого дорогу, то, что мы уходим. Насколько еще продолжается наш народ тупо молчит,
грубо говоря, трусливо просто каждого молодежь, и также продолжается. Как говорят, 50% молодежь поддерживала, а 50%, ну, просто они как-то молча ходят. За 33 лета никогда Рахмонов ничего просто... Ну, как тебе объяснить? На сегодняшний день это самый жесткий диктатор, можно сказать, Рахмонов. Все, что Да. хочет, то он делает. У Рахмонова единственное слабое место, которое он начинает именно с народа, нашего народа, таджиком, потому что у него сила хватает только на наш народ, который живущий на территории Таджикистана. На простой У него народ. только хватает сила на наш народ, ни на каком другом народе, понимаешь? Поэтому и на что, вот просто мы сейчас думаем, да, элементарно просто можно сказать, это наша вина. Нас много, нас очень много. Простые, обычные, например. Ну, простые, обычный народ. Больше миллиона у нас, как мигранты говорят, да? Мигранты есть. По всей территории нашей планеты. Мы просто виноваты сами. Как-то мы, как говорят, есть терпило, есть терпеливо. Есть человек терпило, а есть терпеливо. Мы стали сами терпеливый народ. И для этого нашли наше слабое место, и они используют нас. Как хотят, убивают, сажают, шантажируют, терроризируют, как говорят, и распространяют по разным информациям. По всей паблика, поле, по всей платформе именно таджикский народ находится как террорист, эксперт, ну как говорят там, террорист, там еще есть. Да. Экстремистами этого. Это все считается сейчас диктатурский Рахмон. То, что он продолжает, эта система, мы сами виноваты в это время, понимаешь? Народ не сплочится в этого, ну, народ сам виноват. Кто это? Я буду бояться, другие будут бояться, и друг друга еще будем фантазировать, шантажируем. Конечно, все будет этого. Просто это долго не продолжается. Я не знаю, насколько это уже мы будем терпеть, будем терпенно это уходить по этому под властью. Правда, не знаю. Терпение каждого человека приходит конец. Но насколько этот человек терпит до конца, я понять не могу. У каждого человека есть честь, совесть. Да. Единственное, одна ход есть. Либо мы объединяемся, либо, короче, мы станем самый продажный народ на этой земле. А двух одно. Либо мы объединяемся все и будем бороться все вместе с ним и свергнем его, либо он нас поодиночку уничтожает. Вот так. Ну так идет, конечно, поодиночке он каждый день. Да. Поодиночке, скажи мне, пожалуйста, вот за последние 7-8 лет поодиночке каждого оппозиционера, каждого противника, это диктатор, он тратил огромную сумму, огромную сумму, тратит для того, чтобы вас задержать. Неважно, он оппозиционер, не оппозиционер, простой обычный народ или критикует, или чего-то. Тратит очень огромные деньги на эту сфере. Для того, чтобы человека поймать, отдавать на международный розыск, для него это легко. Он тратит $1 миллион на этого. Просто дело в том, что, не знаю, мы день за днем мы просто смотрим этого, а говорим красиво разные паблики, а на самом деле ничего не действует. Реально. Только в последнее время из вот 2003-2004 года Грем, он взял депортировали из Европы вот этого. Сейчас я имя его скажу. Имя его Абдуллой Шамсидин. Один. Второй Билол
вот Билол Курбаналиев, 2024 год, Хизбулло Шовализода, Низамеддин Насреддин и многих других, Суроб Зафар, лидер группы 24. Многих взяли и отправили. Но вот смотри, если так продолжается, каждый из вас, из нас, мы все равно попадем на удочку Рахмонова. Каждого из нас, из вас попадем на удочку этого диктатора. Поверьте, никто нас не будет защищать. Нас только будет на спиной стоять народ, и все. Если народ действительно есть храбрость, мужество на этом, например, да, вот просто, мы не знаем, мы стали или терпеливо, либо, понимаешь, ну, просто словам невозможно. Трусами стали, скажи конкретно. Нет, ладно, вот смотри, трус, ну, по-разному бывает. Есть, например, человек, который говорит, ну, на самом деле, трус, ну, говорит, он открыто много чего он говорит. А на самом деле, когда дело идет на контакт действия, он трусливо убежит. Понимаешь? Много за экран. Начинается как героин, да, как герой. Много чего говорит. Ну, давай действуем. А как трусливо убегает. Понимаешь? Просто слушай, на сегодняшний день смотри. Сейчас диктаторы, как такой Эмомали, как Эмомали Рахмон, 33 лета опыта есть у него. Он 33 года участвовал в международных совещаниях. Он стал профессионалом, понимаешь? Профессиональным мошенником. Он обманывает. Он закон использует ради своей обогащения, ради своей цели. Международный закон использует ради обогащения своей цели. Бизнес-проекты или международные банковские системы используют для обогащения и своей цели. Угнетения, чтобы остаться во власти. Все, что есть. Религию используют для своей цели. Подожди. Но секундочку. Одно. Надо такими сейчас многие страны сотрудничают, есть много договоренностей, когда народ объединяется, понимаете, объединяется, и вот Гагу дали, санкцию возьмем, если санкцию возьмет народ, уже автоматически народ имеет право полностью вооружаться, оппозиция, зайти и уничтожать Эмомали Рахмонова, полностью его систему. Когда санкций нету, мы добиваемся сейчас. Санкцию обязательно я получу. Я возьму санкцию. Я гарантирую это. Зайду, сам зайду, один зайду. Если никто не зайдет. Если вот как сегодняшний день боятся, я зайду. Я не боюсь смерти. Я много чего видел в своей жизни. Но то, что его надо сначала вот эту броню, которую он через закон себя защищает, вот эту закон надо через международный закон аннулировать. Потому что Конституция Таджикистана говорит, статья 10 говорит, пункт 3 говорит о том, что если норма Конституции, законы Конституции, норма законов Конституции не совпадает с международными законами, действует автоматически международный закон. Понимаешь ты? Когда через международный закон аннулируешь все его власть, потом зайдешь, потому что он, вот, например, когда было пикет в Бадахшане, там было 3 дня назад, до этого события, вот когда народ встал 2022 года, 2020 года, когда убили Гульбидина Зиёбекова, тогда еще до этого пошел специалисты Организации Объединенных Наций ООН в филиал свой базу Бадахшан. Они увидели это, но не действовали. Почему? Потому что у них есть соглашение, не будут вмешиваться в внутренний конфликт. Когда мы возьмем санкцию,
против Эмомали Рахмона и Рустама Эмомали, потому что они проводят геноцид, репрессию, массовое уничтожение человека. Когда мы берем, мы можем автоматически зайти в многие страны, те, которые страны поддерживают демократию, права человека, многие, даже страны СНГ, они будут поддерживать нас, потому что закон позволяет нам, чтобы освободиться от этого тирана и диктатора. Почему? Потому что Эмомали Рахмон и его сын – это опасность регионального, центральноазиатского региона. Это опасность. Это опухоль. Почему опухоль? Я тебе скажу. Потому что в течение стольких лет Эмомали Рахмон имеет связи с многими террористическими группами. ИГИЛ, например, Гулмурод Халимов, Хуросан Яшейка. Потому что Рустам Эмомали ученик Гулмурод Халимова. И он воспитал его. Он через Гулмурод Халимова, вот сейчас находится в Афганистане, например, он через него отправил во многих терактах. Был теракт в Швеции, который, если коды геноцид и репрессии, вот такие коды день рождения Рустама Эмомали. Теракт были в Турции 2 раза, там тоже были коды геноцид и репрессии Эмомали Рахмона и день рождения Эмомали Рахмона, его дочки и его клана, сына. А 2 раза было в Иране, понимаешь ты? Там тоже был такой код. 1 раз в России, в Москве, тоже был такой код. Все спецслужбы мира знают, Центральноазиатский регион знает, что Рустам Эмомали это человек, который хотел, это был проект, чтобы таким способом репрессировать международные институты, по-моему, им дали разрешение, международные игроки, им дали разрешение, чтобы они репрессировали народ и создали такие игры, чтобы постепенно уничтожать народ, и через страх он пришел во власть. Не гражданская война, вот такая малая война. Поняли, да? По разным регионам он убивает. Вот. Памир сделал геноцид. Там есть коды день рождения Рустама Эмомали. Если взять, например, каннибалами убивали мирных жителей, ночь зашли, убивали. Если взять, вот, чтобы навести на страх, это террор делает. Его сын делает это. Но это был проект таких стран, его в 2004 году, когда он закончил школу, его отправили в Америку. Там завербовали его определенные спецслужбы через определенных каналов. Мы знаем, народ Таджикистана знает. Потом пришел Германия, Хамбург, там завербовали. Потом пошел в Россию, там ФСБ другие завербовали через наркотик, через изнасилование, компромат сделали. Все они компромат сделали. Потом он пошел учиться, но не смог учиться и опять пошел в Таджикистан. До этого его тур был. От 2004 года, 2004 год, да, 2004 года до 2005 года. Потом он пошел в Таджикистан и учился там. Потом через ИГИЛ опять компромат сделали. И этого оставили, они хотели там, чтобы в Средней Азии его поставить, чтобы он дестабилизировал безопасность Центральной Азии. Но мы что сделали? Первое. Мы, народ Таджикистана, те, которые внутри даже в системах работают, они в курсе письменно. Учитель своих знакомых учителей, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Китай, Россия, все, кого знает учитель, всех письменно уведомляли, кто такой Рустам и кому служит, и какие службы его вербовали, и кому служит, и что он хочет. Доктор, врач через свои связи уведомлял письменно. Например, ГКМБ, МВД, прокуратура, суд, все письменно уведомляли. 3 года, более 300 тысяч писем отправили в Лимит. Понимаете? Вот всех региональных игроках, региональные игроки,
входит там среднеазиатские игроки, региональные игроки. Например, Китай, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Киргизия, Пакистан, Иран, Афганистан. Всех в курсе поставили. Почему? Потому что эти его хозяева не смогли, чтобы его посадить на трон, чтобы опять нас угнетать, убивать, проводить геноцид. Мы через несколько вариантов работаем над этим. Кроме вот этих Гага. Что Гага это то, что мы Гагу даем, это формальность на основании закона, чтобы взять санкцию. Но то, что геноцид, теракты, все, угнетение, уничтожение, массовое уничтожение людей проводит Рустами Эмомали через свои коды. День рождения его вот такими кодами. Это есть, и мы обязательно, я уверен, вот сегодня тоже скажу, вот те, которые умерли за свободу, борясь за свободу, за демократию, за своего освобождения от тирании, рабства, народ Памира, другие люди, которые сидят в тюрьме, тысячи людей из других регионов, я скажу здесь уверенно, что мы уничтожим Эмомали Рахмон. Я лично уничтожу. Он должен быть уничтожен. Он не имеет права больше в этом регионе, среднеазиатском регионе, его сын, его клан, его семья, это уже опасная взрывная бомба. Они не хотят тоже его. Понимаете? Просто те страны, которые поставили Эмомали Рахмона, его вербовали, например, его вербовали через убийство ГРУ и другие службы, российские службы. Но он царь, да, родился. А когда его компромат сделали, поставили, он начал слушаться, ничего не скажет. И он сказал, что вот моего сына тоже не так сделайте, а его сына не только Россия компромат сделала, и Америка, и Европа, и Россия, и ИГИЛ, и международный наркотрафик. Все компромат сделали, чтобы он был легитимным, чтобы его можно было использовать в дальнейшем. Но среднеазиатские лидеры стран и их спецслужбы даже, все народ, интеллигенция Таджикистана в течение 2022 года до сегодняшнего дня каждый, даже блогер, который знает узбекского блогера, он его уведомляет. Понимаете? Это система АМОД, уникальная система создана. Никто никого не будет знать. В семье есть, в дома есть змея, но нигде не найдешь его, эту змею. Мы работаем просто на основании резолюции 70, резолюция 3103 с 1973 года, чтобы каждый регион имеет право освободиться на самоопределение. Мы не хотим больше, чтобы начальник полиции, прокурор, судья, все были из семьи и клана Эмомали Рахмона. Это как так, что 68 городов и районов, во всех 68 городов единственная страна Центральной Азии, которые все силовые структуры, МВД, КГБ, региональные, районные, города, все. Это люди Эмомали Рахмона и его клан. А почему мы возьмем санкцию, зайдем, ничего страшного. Будем воевать с ним. Если он будет воевать, я буду лично воевать с ним. Я не буду бояться его. Если не уходит, но его свергнут. Не я. Потому что проект Рустами Эмомали как вербованный агент раскрылся. Когда раскроется, как я, сотрудник, который работал в системе, когда раскроется агент, уже не работает. Потому что лидеры Центральных Азии, Узбекистан, Казахстан, это игроки, главные игроки. Киргизстан, Казахстан, Туркменистан, Китай, Афганистан, Пакистан. Все они знают, что Рустами Эмомали это вербованный агент. Все, мы побеждали. И будем побеждать. А остальные эти игры, которые здесь, за границей, они создали,
Я говорю открытым языком. Если хотят, они на английском будут говорить. Если хотят, на немецком будут говорить. Их время закончилось. Они должны взять, идти своим хозяином и освободить всех. Или должны сидеть и передавать власть. Оппозицию там внутри есть хорошие кадры. Внутри тоже есть много кадров, которые имеют управлять. Имеют возможность управлять государством. Просто боятся они. Но народу по миру хочу сказать, что не бойтесь. Я лично борцом, вот мое лицо видите, я вот говорю, вот это почему я говорю, понимаете? Потому что я, когда увидел Гульбидин Зиобекова, когда его убили, его мать молился и кричал Богу, Господу, Творцу, что его сына убили возле правительства около Хоруга. Вот я это увидел в 2020 году, 23 ноября, был эфир у Хусейна Ашурова. Я зашел, стал борцом. И с того дня я буду бороться открыто. Я не боюсь, никто не должен бояться. Понимаете? Крах Эмомали Рахмона уже близко. Вы должны понять это. И идти только вперед. Нельзя бояться его больше. Понимаете? Мы свергнем его. Уже не хотят региональные игроки, уже его не хотят. Региональные игроки уже знают, что он стал токсичным. Понимаете? Токсичным. Это его семья, его клан уже недоверие, потому что они знают, что он просто другим служит. Просто его ставили именно в среднеазиатском регионе, именно Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Афганистан, все эти страны, надо говорить все своими именами. Надо все говорить своими именами. Никто не сможет говорить об этом. Но я имею право говорить. Специально сделали так, чтобы вот эти страны не объединились. Эмомали Рахмон, проект Эмомали Рахмона создан в Средней Азии таким способом, чтобы Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Иран, Китай, все эти системы не объединились. Понимаете? Это был такой проект. И Рустам тоже такой проект. Поэтому он, если станет Рустам, например, президентом, он будет совершать через вот этого своего учителя Гулмурод Халимова теракты разные вот этим странам. Поняли? Например, Узбекистан, чтобы манипулировать, интриговать этих стран. И каждая эта страна, спецслужбы этих стран уже знает, потому что мы работали, и притяжение, да, меня изолировали его кураторы. Вот в Европе 7 лет, более 7 лет изолируют. Но я создал АМОД. АМОД это система, в которой все люди работают в системах, государственной системе. Они уведомляли все через свои каналы этих стран, чтобы Рустам не стал, потому что Рустам это агент других стран. Чтобы не было дестабилизации в среднеазиатском регионе. Понимаете? Это письменно они учитель своего знакомого, что в Казахстане, что в Кыргызстане, что в Узбекистане, что в Туркменистане, что в Афганистане, что в Иране, что в Пакистане, что в Китае, он уведомил. Врач своего знакомого вот так уведомил. Журналист своего знакомого так уведомлял. Блогер так уведомлял. Все слои населения, от простого народа, от бизнесмена даже, до вот певцов или те, которые поют, философов, ученых, академиков, служб, например, МВД через свои каналы уведомлял письменно их, что Рустам такой-такой, что мы не хотим, короче, чтобы он стал, а он, это опасность региональной стабильности. ГКНБ Таджикистана тоже уведомлял.
прокуратура тоже удивляла, суд тоже удивлял, коррупция. Все удивляли, но он не знает. Мы работали так. Да? Нам нужно было так работать, чтобы уничтожить полностью Рустам. Это уже все, конец проекта Рустама Эмомали. Каждый должен знать. Поэтому я хочу, чтобы народ Бадахшана, если слушаете, заходите, говорите, не бойтесь. Не только надо говорить на таджикском, надо говорить на других языках, чтобы мир услышал. Почему Эмомали Рахмон идет, говорит про нас через своих переводчиков, переводя через своих дипкорпусов, очерняя нас, а мы не имеем права через русский язык, один из языков общения Организации Объединенных Наций, международного общения. Понимаете? Международные законы регулируются насчет дискуссии русского языка тоже. Не только английский, испанский, французский, там есть китайский, арабский. Но какой язык нам выгодно, с таким языком надо говорить, бороться надо. Бороться, чтобы уничтожить его. Все. Мы народ Таджикистана, наша идеология, каждый, кто меня лично знает, даже в Европе, наша идеология не против мирового порядка. Наша идеология против семейной, клановой, фашистской диктатуры в Таджикистане. Все. Когда в Таджикистане есть 68 районов и городов. В каждом районе начальник милиции, прокурор, начальник госбезопасности, начальник, вот эти основные службы, их начальники, это личные люди семьи. Или его внука человек, или его дочки человек его дочки, или человек его сына. У него 9 детей. Понимаете? Каждый должен знать. 9 детей. У никакого, не знаю, лидера страны 9 детей нет. У 9 детей есть 9 жен, 9 дочерей, 9 мужей. И каждый, если имеет по 4, в Таджикистане самый минимум человек, который живет в семье, у него есть 3 или 4 ребенка. И каждый он такой, его семья имеет по 3, 4, 5 жен. И каждый имеет по 4-5 жен, детей. И все они уже выросли. Нас сделали рабами, нас уничтожает, нас угнетает, нас убивает, нас очерняет. И мы будем молчать? Мы не будем молчать. Мы будем говорить, объяснять, писать и добьемся своего. Да здравствует свобода Таджикистана и свобода народа Таджикистана. Мы обязательно побеждаем. Вот это было мое слово. Чарос, что скажешь? Он ушел. Он ушел. Они увидят моего ораторского качества, убегает. Скажет, что невозможно. Нет. Я говорю всем открыто, политиками рождается. Я то, что не выступаю из-за бумаг, но я честно говорю на основании фактов. В нижней части вот этого видео есть факты, ссылками от международных аналитиков. Международных аналитиков Human Rights Watch, заключение Human Rights Watch, что в Таджикистане идет геноцид и массовое уничтожение человека. Заключение Amnesty International, что в Таджикистане есть, проводит уничтожение и массовое уничтожение, геноцид таджикского народа. И есть декларация Европарламента, что в Таджикистане идет репрессия и геноцид таджикского народа. Есть заключение Конгресса Соединенных Штатов Америки, есть заключение Организации Объединенных Наций. Там поставлено, можете читать на английском, что я говорю на основании фактов и правды. Я и сам юрист по образованию. И говорю на основании фактов и правды.
Нет здесь ничего. Все, что я говорю, это истина. Нас убивает более 33 года. Понимаете? Все возьмет он. Семью. Я потерял все, отца, семью, все. Он даже не дает жить даже за границей, если ты не поклоняешься. Он возомнил себя, его династия возомнила себя Богом. Понимаете? Он Просто, вы понимаете, просто народ всех знает, на этого просто молчит. Почему? Потому что народ боится. Уже каждой вещи есть начало, есть конца. Народ уже должен, надо просыпаться, уже просыпали народ. Просто внутренний вот это страх-то есть, их страх. Страх-то надо убивать, объединяться надо. Всех надо объединяться, надо просто быть должен одним целым, быть должен каждого. Я не знаю, объединяться надо просто всех, разделять не надо. Уже разделять, уже конца, уже все. На этого уже не надо перепускать. Народ Таджикистана объединены, просто у них был проект. Проект Рустама Эмомали. Привести Рустама Эмомали во власть. Создать искусственное поле. Понимаете? Надо говорить все своими именами. Искусственное поле оппозиционных полей, чтобы установить инакомыслящих из других регионов и охотиться на них. И таким способом это новый вид гражданской войны. Такая гражданская война, которую его отец сделал, но это новый вид гражданской войны. Тогда им дали оружие, а сейчас там им дали вот эти площадки, чтобы установить других инакомыслящих, настоящих оппозиционеров, настоящих лидеров, активистов, грамотных людей, ученых, журналистов, юристов из других регионов. И уничтожить их. Или экстрадировать, или оклеветать, или вот так поступать, чтобы привести во власть Рустама. Но мы сделали одну лучшую работу, что из-за того, что эти страны пропускали, например, даже оппозицию Таджикистана. Вот я настоящий оппозиционер. Нахожусь вот более 7 лет. Да? Прошу политическое убежище. Вот эти страны тянут. Идет в суде, мое дело туда много чего. Почему? Потому что они сотрудничают Таджикистана. А Рустам был их проект тоже. Он пришел в 2004 году. Сначала поехал в США, потом пришел в Германию, потом поехал в Россию. И здесь против него компромат сделали. Россия против него компромат сделала. Потом пошел ИГИЛ компромат сделал против него. И пошел потом международный наркокартель компромат сделал. Чтобы ставить его вот этом регионе Центральной Азии президентом своего человека. И через этих людей давить на лидеров Центральной Азии. Или давить на вот регион. Понимаешь? Вот этого хотели. Вот это не получилось у никого. Почему? Потому что этот регион я объединил. Не только таджики я объединил. Регион общем объединил я. Да, я открыто скажу. Да, потому что почему Европа объединяется все? Да, я не против, я много чего учился в Европе. Или славяне объединяются, я от них тоже много чего учил, поэтому говорю на русском языке. А почему нам нельзя объединяться? Да, а почему? А у них тоже языки другие, а почему нам нельзя объединяться? Да, мы объединяемся. Мы объединились уже. И это шел почти 4 года, чтобы нам не нужен больше Рустам Эмомали и его клан. Эти люди не нужны. Это люди
дестабилизирует ситуацию на Центральноазиатском регионе. Все надо работать на основании уважения друг друга, уважения политики друг друга, уважения безопасности друг друга. Я уважаю. Наша идеология не против никакой страны, никакой войны не поддерживаем, никакую страну войны не поддерживаем. Мы хотим, чтобы мир был, чтобы всем хватает все, каждой стране, каждому народу, каждому человеку. Просто то, что Эмомали, его семья, его клан, это токсично, должен все его кураторы понять. Все, это письменно. 4-5 годов весь слой Таджикистана письменно уведомлял. Письменно. Поймите меня правильно. Каждый, кто... Поэтому я вел сегодня этот эфир на русском языке. Чтобы было ясно всем. Всем игрокам, которые стоят за Рустам Эмомали. Это называется хорошая политическая игра. Мы тоже... Каждая страна, я то, что живу в Европе, в многих странах видел, в России, я уважаю ваши политики, вашу систему, много чего научился, но то, что каждый раз, в каждой стране, в каждом регионе появляется или рождается настоящий гений политики или войны, все это рождается. Это Бог, Творец дает это. Не я, Творец дал. Я уважаю всех. Для меня нет нации, нет, не знаю. Для меня есть безопасность мира, уважение друг друга, любовь к друг другу. Но взаимосвязь насчет уважения друг друга, дипломатическое уважение друг друга. Мы просто люди. Кость, плоть наше одно. Наши просто волосы немножко черные или другого светлые у русского. Почему? Потому что если любого светлокожего отвезешь в Таджикистан, честно я вам говорю, 10 лет живет он, у него кожа становится таким. Честно. Это так. Это атмосфера, это природа так сделает. Но у него волосы не становятся черными, но кожа становится как у меня, как у других. А вот так работает эта система. Но чтобы все должны понять, чтобы Рустам Эмомали больше, никто не должен больше делать ставку на него. Потому что мое обращение всем, кто стоял за ним, и изолируя даже меня столько лет, я не боюсь говорить ничего, все говорю своими именами. Но все-таки я достиг своего. Все-таки свет входит. Даже если закроешь свет, в самом плохом месте его закроешь, свет выходит. Потому что это свет. Творец сначала была тьма, сказал, побудь свет, стало свет, потом тверд. Поэтому свет нельзя угнетать или давить, чтобы не видел никто. Никто не смог. Я конкретно вам скажу. Но я знаю свой народ, я уважаю всех, мы не против никакого. У нас только один враг. Наш враг это Эмомали Рахмон, его семья, его клан. Они должны уйти. Если не уйдет, мы будем делать, мы будем решать эту проблему. Каждая страна должна знать. Не делайте, да, вам нужен не была дестабилизация региона, но региональные игроки уже не хотят его, не только я. Региональные игроки, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, все это знают, уже знают, кто он такой. Не хотят его. И поэтому
Что надо делать? Надо просто сказать ему уходи. Пусть народ дышит свободным воздухом хотя бы. После 33 года угнетения, убийства, массового уничтожения народа. 33 лет. Потому что во всех, все, вот идет война в Украине, идет в других странах война, оформляет. А нас 150 тысяч человеков убили в войне. До сегодняшнего дня почти более миллион людей убили. Никто не обращает внимания. Почему? Потому что мы самая такая маленькая страна. Нет. Мы будем добиваться. Я уверен в этом. И добьемся своего. Потому что истина на нашей стороне. Он действительно нас убивал. Лично я потерял все. Я говорю, я ничего не делал. Я учился в юрфаке, служил в армии, работал следователем, старшим следователем, оперативником, старшим уголовным розыском. 18 лет своей жизни потратил вот это все. Но он все взял. Из-за того, что я узнал, что дело Одинаев напишите в Google, выходит, кто он такой. Расследовал и узнал, что они стоят за ним. Он взорвал себя. Дело Гулмурод Халимова. Пишите, выходит, мою фамилию пишите, выходит мой интервью журналистам. Они стояли за ним. Из-за этого я стал для них объектом уничтожения. Не знаю. Потому что узнал, что Рустам имеет связь, очень глубокий, тесный связь с Гулмурод Халимовым. Проводя оперативные разработки, задержали людей. Судили их. Это правда, есть факты. Все спецслужбы мира знают об этом. Но из-за своей работы я работал вообще, боролся с терроризмом. Понимаете? И легкомыслящими, с терроризмом, настоящим террористом. А он сам покровительствует, финансирует. Все делает он сам. Его сын. И еще тогда Гулмурод был в Афганистане, потом сказали умер, а сейчас опять появился он. Потому что проект Рустама сломался. Поэтому он появился. И тогда еще он имел связь. Есть много оперативных видеоразработки. А как мы должны разрешать, чтобы вот я лично как таджик должен разрешать, или я от имени всех вот этого интеллигенции, всех, которые служат в системе, не знаю, оппозиционеров, говорит вам, что мы должны разрешать, чтобы такой человек, как Рустам, который завербовали, не знаю, в Америке в 2004 году, завербовали его в Гамбурге в период 2004-2005, завербовали ФСБ, потом ИГИЛ, потом международный стал президентом. Это как? Но ладно, Эмомали Рахмона мы узнали, не знаю, после 25 лет, Калачков сказал, или кто-то сказал, что он был таким человеком, нашим, агентом, не знаю. А сейчас региональные игроки, это регион уже знает, это он кто такой. А что будете делать? Еще будете ставку делать, еще будете задержать оппозиционеров и передавать ему, вот этому Рустаму. Это просто гражданская война. Создали гражданскую войну по другому виду, просто через телефон, чтобы установить инакомыслящих из других регионов, чтобы опять привести его, чтобы он напугал, такие маленькие войны сделал. Вот Бадахшане в 2012 году он зашел, в 2014 я в начале видео сказал имена людей, которые убили. В 2014, 2021, 2022. Медленно вот такие маленькие, проводят маленькие такие операции, уничтожают инакомыслящих. Журналистов,
адвокатов, не знаю, поэтов, историков, ученых, врачей, правозащитников. Не знаю, всех. Сотрудников правоохранительных органов, которые не слушают их приказ, которые не слушают, чтобы убивать мирных населений. Вот их. А мы будем говорить только на таджикском, чтобы мир не знал. Нет, мы будем бороться. Бороться до последней капли. До того у меня есть язык, я буду говорить. Если у меня не будет язык, я буду говорить жестами, чтобы освободился мой народ от этого человека и его семьи, его клана. Да, я говорю, во всех странах идет проблема, да, глобальная. Но нас убивает более 33 года. Более миллионов людей нас убивали, но не зафиксировали. Почему? Потому что маленькая страна. Потому что доноры не хотят оформить это. Нет, вы должны оформить это. Если не оформите, вот природа будет слушать нас, вы будете оформить это. Вы будете возбуждать уголовное дело в Гаге против Эмомали Рахмона, который мы подали заявление. Есть здесь вот заявления наши. Еще другие заявления. Каждый месяц я более 7 лет, более 10 тысяч писем отправил. Во всех международных организациях. С фактами, доказательствами, которые внизу есть. Вот такими фактами. Из-за того, что Рустамат вербованный ваш человек, а здесь изолировали, чтобы его поставить. Не получится у никого. Региональные игроки, региональные лидеры, региональные Узбекистан, Казахстан, все они знают. Их не поэты, ученые, журналисты, блогеры, аналитики, политики, спецслужбы, лидеры, все уведомляли меня. Раз нас эти страны хотят изолировать и поставить такого человека, а почему мы не имеем права, сегодня нас сделали, мы живем тоже, а завтра вас сделают. Мы уведомляли, да, более 4 года. Более 1 миллион писем. Учитель по своим каналам, врач по своим каналам, журналист по своим каналам, блогер по своим каналам, спортсмен по своему каналу, сотрудник спецслужб по своему каналу, политик, депутат по своему каналу. Всех уведомляли. Что мы не хотим этого его сына. Он убивает нас. Он 7 лет меня изолирует в одном месте. Из-за него. Вот даже дом, который я живу, 9-9. Когда он нападал на Бадахшан, если считаете, 24 июля 2012 года. Если считать 2 плюс 4, 6, 6 июль, 7, 13, 2012, 5. Становится 18. 1 плюс 2, 8, 9. Или разделить на третий регион, 3 шестерка. Вот, журналист Адалери Эмомали. Вот он проводил геноцид, операции, спецоперации, все, теракты, все на таких кодах Рустам проводил. Вот, Далери Эмомали задержали 15 июня 2022 года. Если считаете опять, или Абдуллах Гурбати, или многих, есть в нашем канале аналитический анализ. Он так нас охотится за нами. Он, если день рождения Рустама Эмомали, настоящий, не Википедии, он, его день рождения 1985 года. Если плюсовать 9 будет. Во всех бумагах, которые у меня находятся и в Гаге, везде отправил, во всех есть коды его. Это случайность. Если убийство, геноцид, репрессия, если задержание, если похищение, если насилие, если все случается такими цифрами, это я юрист, работал более
5 лет следователем, старшим следователем, более 5 лет, 10 лет я работал в правоохранительных службах, следователем, старшим следователем, оперативником, старшим оперативником. Это случайность? Это не случайность. Это систематически. Это код репрессии и геноцида таджикского населения. В течение притяжения 1990 года до сегодняшнего дня. И мы не будем молчать. Благодарю за внимание, что послушали нас. Если просто народ должен понять, мир должен знать его. Это человек, который убивал нас столько лет, а мы молчали. Стольких людей убивал, мы молчали. Мы не говорили. Почему не говорили? Потому что нас не слушают. Но мы будем говорить. Не будем молчать. Говорит, еще говорит. Пусть он платит своим, не знаю, хозяинам, своим людям. Да, мы понимаем, что главный бизнес-отношения, потом политика, потом права человека, демократия. Но Творец с нами, истина с нами, Бог с нами, свобода с нами. И мы будем бороться до конца. И я уверен, что я буду побеждать его. Я уверен, 99% уже сегодня, завтра уже, я не знаю, раньше еще. Я уверен, что уничтожу его. У всех, да, через закон ограждали его, через закон ему дали шансов, чтобы угнетать нас, уничтожать нас, установить нас, изолировать нас. Мы, народ Таджикистана, если сказать историю, посмотрите. Рудаки, Ибн Сина, многие поэты, многие ученые, математики вышли из таджикского народа, из Самарканд-Бухари. Наши предки из Самарканда-Бухари. Да, мы приехали, вот когда напали на Самарканд-Бухари, мы переместились в горах и создали вот свою страну, Таджикистан. И нас вот угнетали и изгнали из нашей родной земли, земли наших предков. Не просто. Я лично не хотел убегать, понимаете? Я хотел с ним воевать, но он отравил меня. Не работала одна страна. Но меня тянет эта земля, это природа, это воздух, это вода. На этой горе, на воде, на земле, на все, что есть печать Творца, который под моим именем. Я возьму эту страну. Кто бы ни стал против меня. И за Эмомалим Рахмоном. Кто бы ни стоял, я возьму. Вот с вашим языком. Я не боюсь никого. И каждый должен знать. Мы уважаем, всех уважаем. Честно. Должен все быть в отношении взаимоуважения друг друга. Мир меняется, политика меняется в мире. Все меняется. И те, которые смотрят за такими странами, как Таджикистан, да, маленькими, они должны менять свою политику, свое отношение. Вы видите, мы готовы, мы можем управлять. Мы ничего не будем делать, будем работать, ничего, никакого плохого не будет, ничего не будет. Что с Европой, что с Россией, не знаю, что с Китаем, что с Америкой. Открытые двери всем.
Мы будем работать. И не будем против никого. Просто менялся мир, меняется политика, меняется жизнь. И политики должны менять свою политику в отношении Таджикистана. То, что этот человек, Рустам Эмомали, уже это токсичный человек в региональном Центральной Азии, региональным игрокам, региональным лидерам. Потому что они знают, кто он такой. Какие страны вербовали его. И почему хотят именно там ставить. Они сами начнут, сами уничтожить его. И что будет? Вам нужен же дестабилизация. Вот дестабилизация вот этой страны. Это, вот если, не знаю, в Европе ставят какого-то человека лидером, вербуют и ставят его лидером ваших стран. А что будете делать? Вы тоже будете его убрать. А эти страны тоже не хотят его. Потому что это одно регион Центральной Азии. А этот человек не дееспособен. А его отец стар. Он не сможет исполнять свою функцию, божественную, творцовую функцию, статья 69 Конституции Республики Татарстан, предвидение у лидера должно быть. А у него нет больше. И мы будем уважать каждого, если где-то чего-то сказали неправильно. Но я сказал все точно, правильно, детально. Извините, но мы добьемся свободы. Да здравствует Таджикистан, да здравствует свобода народа Таджикистана. Чтобы был мир везде. Но чтобы Эмомали Рахмон ушел. Да будет так. Удачи всем. Разделяйте наши видео другим, чтобы смотрели, чтобы были в курсе. Внизу видео есть описание на английском сделали, чтобы было ясно другим международным сообществам и тем, которые знают английский язык. Через факты можете проверять те, кто русский знает. Мы говорили на основании истины и правды. Удачи вам. До следующей встречи.